Друзья, всем привет! У нас на дворе зима, вот там вот даже снежочек валяется. На самом деле на улице очень-очень холодно. И холодно не только нам, людям, но и животным, в частности птичкам. И сегодня мы решили сделать такую добрую вещь, как смастерить скворечник для того, чтобы птичкам было где ночевать, было где перезимовать и было где покушать. Если вдруг вы надумаете делать скворечники, то лучше их делать из цельной древесины, потому что всевозможные МДФ, ДСП и ДВП и прочие, они, во-первых, сами материалы по себе очень ненадежные, ну и, во-вторых, они очень отталкивают птиц, то есть птицы внутрь они не заходят. Вот такие заготовки у нас уже есть. Мы не стали показывать весь процесс изготовления их. Это вот у нас задняя стенка, это вот боковая стенка. Сейчас мы попробуем одно с другим соединить. Сделаем вторую стенку. Но там вот птички, они уже угорают над нами. Видимо, мы что-то неправильно делаем. Крышу нужно делать чуть длиннее, чтобы она была с козырьком. Во-первых, таким образом влага не будет попадать внутрь. И, во-вторых, может быть, кошки, когда запрыгивают сверху, если козырек будет длиннее, то они не смогут лапкой пролезть туда и достать птичку. Обратите внимание еще вот на эту шпажку. Некоторые скворечники делают и эту шпажку ставят непосредственно прямо вот у самого отверстия, для того, чтобы птички могли запрыгивать прямиком сюда, в это отверстие, потому что у них лапки слабые, то есть они не могут подпрыгивать. Но те птицы, которые водятся у нас в стране в большем своем количестве, у них лапки чуточку посильнее, чем у некоторых видов птиц, про которые я уже сказал. Они могут запрыгнуть, поэтому мы эту шпажку сделали чуточку ниже, чем само отверстие для входа в скворечник. Ну что, пойдем вешать? Мы пришли на место, где мы будем сейчас размещать наши скворечники. Сделали мы всего 6 штук. Это, понятное дело, немного, но тем не менее хоть что-то. Ну что, наверное, начнем колотить, заколачивать бесплатное жилье для птичек. Все, наконец-то мы закончили, развесили 6 скворечников. Друзья, я призываю вас присоединиться к нашему флешмобу. Делайте скворечники, прибивайте их на деревья, снимайте все это дело на видео, присылайте к нам, и мы опубликуем это дело у нас в соцсетях на медиагруппе Азия+. Спасибо, что вы с нами. Пока!